Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телепередача «Вестник Харысхал». Тема нашего сегодняшнего выпуска – адаптивный спорт. Предлагаю не медлить и сразу перейти к теме. Спортивные занятия для людей с ограниченными физическими возможностями еще в конце 19 века рекомендованы медициной как средство для психологической реабилитации и восстановления трудоспособности. Паралимпийские виды спорта зародились сразу после окончания Второй мировой войны. В 1948 году в Лондоне впервые состоялись спортивные соревнования среди британских ветеранов, получивших на войне повреждения спинного мозга. Сегодня паралимпийские и сурдоолимпийские игры являются обязательным дополнением к Олимпиаде. Трибуны зрителей всегда полны народом. Борьба и сила эмоций состязаний паралимпийцев ни в чем не уступает битвам Большой Олимпиады. Что касается спортивных дисциплин, они такие же, как и на Олимпиаде. Главное отличие, что участники соревнований делятся на группы в зависимости от их физических возможностей. Для каждого спортсмена большая честь представлять свою страну на соревнованиях. Даже несмотря на некоторые физические недостатки, он достигает высоких вершин. Наши земляки также представляют честь России на всех Паралимпийских играх. В их рядах Степанида Артахинова, серебряный призер 14-х Паралимпийских играх в Лондоне по стрельбе из лука. Единожды поставив цель, Степанида всегда достигает результатов. Так было с Паралимпиадой и чемпионатом мира. Сейчас лучница с честью рассказывает, как она преодолела свои особенности и делится своими мыслями с подрастающим поколением на паралимпийских уроках. Эти уроки важны детям, потому что они должны знать, что, как различить паралимпийские игры, сурдоолимпийские, олимпийские. Но сейчас нынешние дети, я думаю, уже больше знают, нежели которые уже выросли. И мне очень интересно приходить именно к детям школьного возраста, потому что они очень позитивные. Паралимпийские уроки стали неотъемлемой частью обучения во многих школах России, в том числе и Якутии. На таком уроке школьники не только более тесно знакомятся с разновидностями спортивных дисциплин, но и общаются с представителями спорта, расспрашивают о достижениях и больше всего интересуются, как они одержали победу. Паралимпийские уроки проводятся для того, чтобы показать детям, что есть такие виды спорта, что помимо Олимпийских игр проводятся также Паралимпийские игры. Они наравне проводятся. И сегодня мы проводим ознакомительный урок в ДЮСШ номер 6 для ребят, которые занимаются в секции баскетбол. Это вот мальчики и девочки. Сегодня мы будем играть в волейбол, сидячий волейбол. Ребята сами попробуют, что это такое, правила, как это играется. Побывав, так сказать, в шкуре спортсменов, у школьников появляется стремление к достижению собственных побед. А для спортсмена после встречи со школьниками появляется еще большее вдохновение на будущие победы. Благотворительный фонд Харысхал совместно с Ассоциацией спортов инвалидов принимает заявки на проведение паралимпийских уроков в школах Якутска. Заявки принимаются по телефонам 40 20 68 40 20 69. А что такое радуга? А что такое добро? Я хочу кататься на роликах. Я хочу в школу. Я хочу бегать. Чтобы мама не плакала. Я хочу, чтобы все смеялись. Чтобы в мире никто не болел. Мы не можем вершить великие дела, но сможем малые с великой любовью. Все началось в 2012 году, когда я поступил учиться в лицее-центре. И там я начал заниматься пауэрлифтингом. В этот же год мы поехали на чемпионат России по пауэрлифтингу среди юниоров. И там я занял первое место и выиграл свою первую медаль. С тех пор я понял, что спорт – это мое призвание. Для
каждого человека с инвалидностью увлечение спортом – это не только реабилитация, но и реальная возможность для самореализации личного и карьерного роста в спортивной сфере. Благодаря физкультурно-спортивным организациям у людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья появился шанс системно заниматься различными видами спорта. В Якутске начал работу Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта. Расположился он в здании спортивного комплекса «Самородок». Было заблуждение, что этот центр открылся только для инвалидов, да, для людей с инвалидностью. Но этот центр же, в общем, мы работаем по республике, а здание-то само стоит в городе Якутске, поэтому все жители могут тут купаться и могут заниматься. И в нашем спортивном зале могут. Основным видом деятельности центра является адаптивная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. Главная задача – стимулировать стремление людей с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью к ежедневным физкультурно-спортивным занятиям, а в дальнейшем мотивировать и вовлекать их в соревновательную и спортивную деятельность. Спортсменам и детям я хочу сказать, что это ваш второй дом, берегите его и ходите сюда каждый день с радостью, с улыбкой и тренируйтесь. В центре культивируются адаптивные виды спорта для лиц с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и общих заболеваний. Со спортсменами занимаются 11 тренеров и 10 инструкторов. Хочется отметить, несмотря что центр является адаптивным, его могут посещать все желающие. Центр адаптивной физической культуры и спорта всегда открыт для посетителей. Более подробную информацию о центре вы можете получить по телефону 42 41 44. Как мы уже рассказали, в Центре адаптивной физической культуры и спорта работает множество секций, и об одной из них мы сейчас вам расскажем более подробнее. Якутянка Евдокия Катергина является призером Сурдолимпийских игр в столице Тайвань и победителем в чемпионате Европы по пулевой стрельбе среди спортсменов-инвалидов по слуху. Именно победа Евдокии побудила ее земляков заняться пулевой стрельбой. По словам тренера Григория Попова, сразу после победы в его секцию пришли записываться люди с инвалидностью, и многие уже сейчас подают большие надежды. У нас занимаются глухие, у меня 2 мастера спорта, одна из них по олимпийской программе занимается, это Егорова Мария Викторовна. Соревнования по пулевой стрельбе для людей с инвалидностью проводятся точно так же, как и для здоровых людей. Расстояние стрельбища 10 метров, в руках спортивные винтовки. Занятия по упражнению ПП-2. Пистолет пневматический, стрельба на 10 метров. Отрабатываем технику выстрела. И вот поднимает, медленно опускает и начинает прицеливаться, потом плавно нажимает на спуск. Медленно опуская, удерживать мушку в точке прицеливания. Смотрим только на мушку. Плавно давим на спусковой крючок. Удерживаем после выстрела 3 секунды. В секции пулевой стрельбы нет ограничений по физическим данным людей с инвалидностью. Готовы принимать всех желающих без ограничения. Все, что вам нужно, это просто записаться в секцию и начать упорные занятия. И кто знает, может именно вы удостоитесь представлять честь России на следующих Сурдолимпийских играх. Может, некоторые думают, что Настя пришла и сразу начала побеждать. Каждая победа – это
складывается из ежедневных тренировок изнурительных. Очень много работать. Настя очень трудолюбивая в этом отношении. Настя! Ты по Алтиннике плывешь! Когда она начала заниматься спортом, конечно, спорт дисциплинирует, придает уверенности. Всегда было, что какие бы цели и задачи не ставила Настя, она всегда вот достигает. И в будущем я даже уверена, что у нее все это получится в жизни. И она со всеми очень хорошо общается, даже вот с соперницами. Некоторые у нас девочки даже со своими соперницами не здороваются. У них такое соперничество сильное, что они вот даже как бы это параллель переводят в жизнь. Но у Насти нет. Они на дорожках соперницы, а вне дорожки подруги. Я хочу сказать огромное спасибо всем якутам за то, что меня поддерживали, всем. И все, наверное, больше переживают за то, что все так получилось, больше, чем я. У нее такой характер твердый, что у нее можно поучиться нам, даже родителям. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что все это время были с нами. Увидимся на следующей неделе. До свидания. До 1997 года я работал водителем. И в результате автомобильной аварии я потерял полностью зрение. С 2005 года впервые познакомился со штангой и начал заниматься пауэрлифтингом. В данный момент профессионально занимаюсь пауэрлифтингом и участвую в различных международных соревнованиях. Получается, что штанга открыла мне мир.